сами много делаете для того, чтобы вот сам процесс выборов, да, и наблюдения, он был более там, прозрачный, да, более контролировался своими усилиями, своими силами. Света, у тебя был хороший вопрос, у тебя были к У Светлане? меня есть главный вопрос. Татьяна, я хочу спросить вас о главном. Почему вы этим занимаетесь, зная, какие выборы в нашей стране проходят? Светлана, здрасте, во-первых, очень приятно вас всех там видеть. Слушайте, ну вообще ужасно звучит вопрос, да, типа, почему вы этим занимаетесь? То есть прям как будто это что-то такое запрещенное, знаете, как пальцем в носу. Я могу пояснить, почему этот вопрос очень. возникает. Потому что кажется, что настолько бессмысленная сама процедура этих выборов, то есть настолько по-дурацки все организовано, устроено, и настолько малый результат мы ожидаем, что, честно говоря, кажется невероятным, что люди тратят на это время, тратят на это свое личное время, за которое они ничего не получают, на то, чтобы вот вникнуть в эту процедуру. Вот что вас мотивирует? Ну, тут, видите, каждый же, действительно, вы правы, то, о чем вы говорили перед этим, каждый отвечает сам за себя. И каждый выбирает и делает свой собственный выбор. Если человек идет на это и зачем-то это делает, значит, что, ну, мы же взрослые все люди, зачем-то это нам нужно. Знаете, почему-то мы не можем этого не делать. А что касается наблюдения, то мне кажется, это даже сейчас может быть важнее, не побоюсь этого слова, чем, собственно, сами выборы. Потому что сейчас мы все, во-первых, все, что мы делаем в последнее время в нашей стране, да, это активные люди, которые видят кучу несправедливостей и каких-то ужасностей, они просто ничего уже не могут делать, мы уже все, что могли, делали, нам все запрещено, мы можем только наблюдать. Наблюдать, смотреть на то, что происходит вокруг нас, там, с ужасом, с тревогой, не знаю, с юмором и так далее. Но это вот все, что мы можем делать. Поэтому, мне кажется, это такая очень красивый образ по поводу того, что если мы ничего не можем делать уже, кроме как наблюдать за всем этим безобразием, то давайте делать это официально. И потом Гриша очень правильно мельконечно, когда с ним говорили, вот у меня на YouTube выпуск вышел, он просто сегодня выпуск вышел, мы записывали его давно. Он сказал очень интересную вещь. Мне, как человеку из Новосибирского академгородка, она показалась забавной. Про то, что любой эксперимент идет по-другому, если присутствует некий наблюдатель. Вот мне это так кажется красивой тоже очень метафорой. И в любом случае, конечно же, в данном случае наблюдатели — это тоже какие-то такие живые люди, которые заинтересованы в том, чтобы просто все зафиксировать, как оно есть. Не более того, мы уже не лезем ни на какие баррикады, мы никого не хватаем за руки, мы просто говорим: разрешите нам, раз уж вы говорите, что все так прозрачно и честно, можно мы просто тут постоим, понаблюдаем. Татьяна, скажите, а вот вы не первый раз, вот сейчас вы едете в родной город наблюдать, да, Академгородок Бердск, рядом с Новосибирском, а вы же не первый раз наблюдаете. Вот когда вы приходите на участок, вот вас видит, не знаю, председатель комиссии, член комиссии, они говорят: господи, та самая, Татьяна Лазарева, или что они говорят? То есть их реакция на ваше появление какова? Они больше боятся, они больше, как-то внимательнее работают, не допуская себе крайности? Ну, вы знаете, я была наблюдателем в 2011 году, когда были чудовищные совершенно нарушения. Это были тоже выборы в Государственную Думу в Москве. И там было вообще не... То есть я столкнулась с таким... не то чтобы я много о себе думаю, да, что все скажут там: пришла Татьяна Лазарева, и что сразу разверзлось. И молния поразила всех лгунов. Вот, но тогда это было прямо как сопряжено с какой-то действительно опасностью вообще там присутствовать, потому что там было как-то все прям вот здесь, и были эти люди, и были эти карусели, которых водили. Как-то это было все очень грязно, неприятно и очень действительно опасно. А сейчас я совершенно уже сейчас изменились, да, возможные фальсификации, если они будут, они стали совершенно другими. То есть карусели, как нам сказала Элла Панфилова, уже не будет, чем, собственно, призналась в том, что они когда-то, видимо, были, судя по всему, и она в курсе. Вот. Но будет что-то другое, да, которое моя надежда просто на людей, которые будут в избирательной комиссии. То есть это тоже такие же люди,
И все, что я могу с ними, как я могу с ними взаимодействовать, это только вот приходи. И я буду, кстати, в Новосибирске в мобильной группе. Я буду ездить с участка на участок и просто смотреть людям в глаза и как бы говорить им: я очень на вас рассчитываю, на вашу честность и порядочность. Ничего больше не надо. А вы, то есть я правильно понял, что вы в итоге в 2011 году видели фальсификации? Ну, в смысле, что-то такое подозрительное? Конечно, ну, что значит подозрительно? Конечно, я видела эти очереди из каких-то людей в спецовках, какие-то автобусы, их подвозили все время, этих людей, с какими-то открепительными талонами. Да-да-да, это я все видела. И более того, было еще очень такое довольно сильное противостояние. Вот нам наблюдать, действительно, нас там не пускали, и как-то там и руки заламывали. Ну, не лично, да, но как-то так относились достаточно жестко. Все это было в 2011 году, да, в городе Москва. Татьяна, а вы можете дать какой-нибудь емкий, такой убедительный совет тем, кто решится пойти наблюдать в первый раз вот в эту кампанию? На что нужно обращать внимание? Как нужно себя вести? Как нужно ставить себя? Надо ли спорить с председателями УИКов? Надо ли скандалить? Надо ли, не знаю, ругаться с ними? Или что им нужно говорить? В чем секрет успешного наблюдения? Во-первых, конечно, нужно максимально как-то подготовиться. И если ты идешь один, то я прежде всего я советую, конечно, никаких не предпринимать активного вмешательства. Мы сейчас наблюдаем, и у нас есть все возможности фиксировать, выкладывать в сеть, там, не знаю, обращаться в голос, как-то фиксировать нарушения, если они будут такие. И больше того, может быть, просто само присутствие действительно очень влияет на людей в комиссии. То есть я бы на месте тех людей, которых заставляют, возможно, будут заставлять как-то там фальсифицировать выборы, просто говорила бы, что, типа, ребят, я не могу, у меня вот наблюдатель сидел, весь день на меня смотрел, я не могла вообще ничего сделать, не мог там. Я же, ну, зачем мне эти все, чтобы меня потом уличили, чтобы меня сняли на видео и сказали, что вот я тут что-то вытирала, подтирала, фамилии там меняла. Это уголовное дело вообще. Бывает, что председатели УИКов благодарны наблюдателям? Слушайте, я не знаю, я не такой, я не настоящий сварщик, я не настоящий наблюдатель, я как бы скорее, ну, то есть это не есть мое какое-то призвание, я не занимаюсь этим в промежутках, да, и как-то сильно не погружаюсь, я просто пытаюсь использовать какой-то свой, там, не знаю, чуть больше ресурс, чем там у каких-то других людей, для того, чтобы каким-то образом это все осветить, рассказать людям, а так, чтобы следить, как там вообще все устроено. Если кому-то интересно, есть очень много материалов в том же «Голосе». Я просто подписана на них, собственно, давно, с того же 2011 года. Постоянно принимаю всяческие от них рассылки. Вот, и там очень много интересного есть, да, безусловно. Время безжалостно, Татьяна, мы вынуждены с вами попрощаться. Я лишь напомню, что в описании к видео, к нашей трансляции на YouTube вы сможете найти ссылки и на Инстаграм Татьяны Лазаревой, и на всякие разные полезные сервисы движения «Голос». Пожалуйста, приходите, заходите, жмакайте, и так вы будете лучше готовы к тому, что будет происходить буквально через неделю.